Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне с вами Юлия Аппел. Сегодня в программе. Украинский город Мукачево, противостояние силовиков с правым сектором продолжается. Российских солдат, отказавшихся участвовать в военном конфликте в Украине, обвиняют в дезертирстве. Куда девается нью-йоркский мусор? Репортаж завода по переработке твердых отходов. Начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. И начинаем с ситуации в Украине, но не на востоке, где сегодня, кстати, продолжали стрелять, а с происходящего на западе, в Закарпатье. Там в субботу в городе Мукачево группа бойцов правого сектора устроила перестрелку возле офиса депутата Верховной Рады Михаила Ланио. Сначала с его охраной, ну а позже и с милицией. Сейчас в городе находятся представители всех силовых структур страны. Тем временем премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня приказал распустить Закарпатскую таможню. Как сообщает пресс-служба Кабмина, будут уволены все, от начальника таможни до рядовых сотрудников. Их места в будущем займут кадры из других регионов. МВД приказано провести расследование фактов контрабанды и злоупотребления на таможне. Это, по одной из версий, и есть главная причина конфликта в Мукачево. Подробнее об этом смотрите далее. Между тем, члены правого сектора начали выставлять блокпосты на трассах, ведущих в Закарпатье, в том числе на трассах из Киева. По словам бойцов, они пытаются предотвратить переброску силовиков на запад страны. Блокпостами мы перекрываем дороги, по которым милиция может перебрасывать силы для окружения наших товарищей в Закарпатье. Количество блокпостов зависит от того, сколько подразделений соберется проехать в регион. Итак, вся история конфликта в Мукачево от субботы и до вечера понедельника. С чего все началось, какие заявления звучали и какие версии произошедшего выдвигались. Александр Касаткин. 11 июля в Мукачево, Закарпатской области Украины, произошло вооруженное столкновение между членами правого сектора и сотрудниками местных правоохранительных органов. По сводным данным МВД и СБУ, в ходе столкновения пострадали 5 гражданских, 1 убит, 4 ранено. Также ранены 6 сотрудников милиции. Представители правого сектора были вооружены автоматическим стрелковым оружием, пулеметом и гранатометом. Причиной столкновения стали конфликт представителей правого сектора с депутатом Верховной Рады Михаилом Ланио, которого они подозревают в контрабанде. Нам для себя вообще ничего не надо. Мы хотим справедливости, и чтобы люди жили нормально. И когда мы пытаемся остановить контрабандные потоки, а нас начинают убивать, то это вопрос, извините, не к нам, а к власти. Третий день бойцы правого сектора заблокированы в Закарпатских горах представителями силовых структур. Раненые, выпущенные из окружения и прооперированные. Государство должно дать решительный отпор всем проявлениям бандитизма, где бы они ни происходили, процитировал Петра Порошенко на своей странице в Фейсбуке его пресс-секретарь. Представители правого сектора вышли на митинги в ряде городов Украины. Акции протеста проходят в Днепропетровске, Львове, Харькове. В Киеве около 200 сторонников правого сектора требуют отставки министра внутренних дел Авакова и руководителей закарпатской милиции. Сам Арсен Аваков сообщил в Твиттере, что идут допросы депутатов Михаила Ланио и Виктора Балоги. Представитель СБУ Василий Грицак пообещал справедливое расследование, если все бойцы правого сектора, которые приняли участие в инциденте в Мукачево, сдадут оружие и начнут сотрудничать с властями. Когда ты стреляешь из пулемета или гранатомета по врагам на фронте, ты герой. Но когда начинаешь стрелять из этого же оружия в глубоком тылу, и при этом гибнут люди, ты бандит и убийца. И здесь нет других вариантов, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью агентству «Интерфакс Украина». Версий происходящего в украинских СМИ много. По одной из них события в городе связаны с желанием контролировать контрабандные потоки. На сегодня запланировано заседание военного кабинета под руководством Петра Порошенко, главной темой которого станет ситуация вокруг конфликта в Мукачево. Александр Касаткин. Настоящее время. И главная новость дня в России – гибель 23 военнослужащих в поселке Светлый Омской области. Накануне вечером там произошло обрушение корпуса учебного военного центра ВДВ. Сегодня в Омск съезжаются родственники погибших и пострадавших. Репортаж Рейтер, Мария Яблонская. Перекрытие казармы учебного центра ВДВ в поселке Светлый Омской области рухнули в воскресенье около 10 вечера. В 4-этажном здании в тот момент находились 337 человек. Под завалами оказались более 40. Людей искали всю ночь. Утром во вторник спасательная операция была прекращена. Представитель Минобороны заявил, что найдены 42 человека, из них 23 погибшие.
По словам генерал-майора Игоря Коношенкова, 19 пострадавших отправлены в больницы. Часть из них 2 самолетами доставляют на лечение в Москву. В военный городок съезжаются родственники погибших и пострадавших. Мой сын позвонил, он жив. Он позвонил, что мы, говорит, спали ли, он не Можете знаю. позвонить ему? У него нет телефона, нет телефона. А как он позвонил вам? Из чужого номера он позвонил нам. Ну дайте вот Мы, говорит, оказались в правом крыле, а рухнуло левое крыло. Представитель Минобороны также рассказал, что в прошлом году в казарме завершился капитальный ремонт. По данным спецстроя России, работы выполняла компания «Ремэксстрой», зарегистрированная в Нижнем Новгороде. Тогда был проведен ремонт инженерных сетей, полов, кровли и заменены окна. Но работы по перепланировке казармы в ходе ремонта не проводились, заявили в ведомстве. Министр обороны Сергей Шойгу поручил проинспектировать все здания, отремонтированные в этом военном городке. Причины происшествия сейчас выясняются. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». И другой скандал в российской армии. Против солдат воинской части 22-179, расположенной в городе Майкоп, Республика Адыгея, возбуждены уголовные дела по статьям «Самовольное оставление части» и «Дезертирство». Как выяснилось, осенью прошлого года контрактники в массовом порядке покинули полигон в Ростовской области. По их словам, все дело в ненадлежащих условиях службы и нежелании ехать на войну в Украину. С контрактниками и их родственниками встретился корреспондент программы «Настоящее время» Евгений Титов. Александр Яненко едет на суд. Через час его должны заключить под стражу. Перед этим он хочет попрощаться со своей девушкой и мамой. Страшно? Страшно, но прорвемся. В отношении Яненко возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное оставление части». Летом и осенью 2014 года он был на полигоне Ашулук в Астраханской области, а затем на полигоне Кадамовский в Ростовской. Саша рассказывает, что рядом с полигоном Кадамовский стоял лагерь сепаратистов, воюющих за так называемую Донецкую Народную Республику. Неизвестные агитировали его сослуживцев поехать на войну против Украины. Я считаю, что это вообще не наша война и не наше дело. И если люди даже идут туда с России, то они должны идти по своему согласию, и как-то это должно подкрепляться, а не так, что людей загружают и везут туда как груз. Яненко уехал с полигона и подал несколько рапортов об увольнении, однако ответа не получил. Сейчас ему грозит до 5 лет тюрьмы. Как рассказывает Яненко, в воинской части 22-179 рапорта об увольнении подали несколько десятков контрактников. Одних уволили, а других, как его, судят. На суде следователь неожиданно отозвал ходатайство. Потому меру пресечения Александру оставили прежней – подписку о невыезде. Его сослуживец Александр Евенко минувшей осенью, как и Александр Яненко, ездил на полигон Ашулук и полигон Кадамовский. По его словам, продукты, которых не додавали солдатам, оказывались в магазинах неподалеку. Возмутившись происходящим, Александр Евенко подал около 10 рапортов об увольнении, но командование их не рассматривало. Недавно против него, как и против других сослуживцев, завели дело по статье 337 «Самовольное оставление части». Нас называют дезертирами сейчас, предателями Родины. Я считаю, предатели Родины – это те люди, которые называют себя офицерами, которые последнее, то, что остается у бойцов, это хотя бы та же еда, они ее нагло просто распродают. Двое контрактников уже сидят в следственном изоляторе. Один из них – Иван Шевкунов. В августе Иван был на полигоне Кадамовском в Ростовской области. Со слов сына, Светлана знает, что контрактникам предлагали ехать на войну в Украину, но это вызвало массовый отъезд с полигона. Не хотели ребята туда ехать, на эту Украину. Никто не хотел ложить свои головы там оставлять. У каждого есть семьи, у каждого есть мамы, у некоторых есть дети. Между тем, Министерство обороны Южного военного округа официально сообщило, за самовольное оставление части в Майкопе судят 4 контрактников. Однако в мае Светлана Шевкунова беседовала с Сергеем Кенсом, исполняющим обязанности командира части номер 22179, и он сообщил другие цифры. Все эти 23 возбужденных уголовных дела были по ходом по прокурорской проверке, которая осуществляла лично военная прокуратура. Сейчас я настроен возбудить 79 уголовных дел. Подтвердить или опровергнуть факты, изложенные солдатами, мы попытались в самой военной части. Вот ответ. Задали через пресс-службу Министерства обороны. Через пресс-службу Министерства обороны? Да. Хорошо. Пресс-служба Министерства обороны пока молчит. Очевидно, там надеются, что скандал утихнет сам собой.
Евгений Титов, «Настоящее время», Майкоп. Далее. Переговоры лидеров ЕС с премьером Алексисом Ципросом завершены. Греция остается в зоне евро. Компромисс найден. Долги Афин не будут списаны, однако кредиторы, Европейский Центробанк, МВФ и Еврокомиссия выдадут стране около 80 миллиардов евро в ближайшие 3 года. Согласно условиям новой сделки, Греции придется провести серьезные реформы. Соответствующее решение в ближайшее время должен выработать парламент. После этого страны Евросоюза договорятся о деталях соглашения. Сегодня мы начали готовиться к переговорам, которые позволят Греции получить доступ к новой программе помощи. Переговоры пройдут в ближайшие дни или, может, недели. Это «Настоящее время». Программу продолжит эфир из Вашингтона. Весь мир продолжает следить за переговорами в Вене по иранской ядерной программе. От их результатов зависит очень много. И геополитическая расстановка сил, и цены на нефть. Коллеги, подробнее. Юлия. Сергей, спасибо. Несколько влиятельных американских сенаторов, представителей обеих партий, предупредили в воскресенье, что любое соглашение между Западом и Тегераном по иранской ядерной программе может встретить жесткое противодействие в Конгрессе. Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл заявил, что соглашение оставит Тегеран у порога статуса ядерной державы. Демократ Роберт Менендес, член Комитета Сената по международным отношениям, полагает, что переговоры начались с неверной точки, когда их участники не предприняли попытки ликвидировать ядерную инфраструктуру Ирана. Переговоры вступили в решающую фазу, однако на момент нашего эфира не было известно, когда они завершатся. Правозащитная организация Freedom House опубликовала заявление в связи с началом суда над азербайджанскими правозащитниками Лейлой и Арифом Юнус, которые обвиняются в уклонении от уплаты налогов, фальсификации документов и мошенничестве. В заявлении говорится, цитата, «Суд демонстрирует подавление свободы ассоциации, собраний и волеизъявления правительством Азербайджана. Freedom House глубоко обеспокоена состоянием здоровья Лейлы и Арифа в тюрьме. Мы призываем власти снять обвинения и немедленно освободить их». Конец цитаты. Впервые более чем за полвека США и Куба официально возобновят дипломатические отношения и 20 июля откроют посольство в Вашингтоне и Гаване. Тем временем США дали зеленый свет американским транспортным компаниям, таким как JetBlue и Carnival Cruises, на организацию прямого сообщения с Кубой. О влиянии перемен в отношениях корреспондент «Голоса Америки» побеседовал с человеком, чья семья была тесно связана с кубинским народом, внуком Эрнеста Хемингуэя. Финка Фихия, дом Эрнеста Хемингуэя в Гаване, служит великим напоминанием о прошлом Кубы и ее любви к знаменитому американскому писателю. Особняк ждет серьезная реставрация, которая частично стала возможна благодаря потеплению дипломатических отношений США и Кубы. Внук Хемингуэя Джон дал интервью «Голосу Америки» через скайп. Эрнест Хемингуэй может действительно объединить их. Он аполитичен, он выступает за кубинский народ, он настоящий американский писатель, он идеальный мост между двумя странами. Президент США Барак Обама и председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро начали восстанавливать этот мост, когда встретились на всеамериканском саммите в апреле. С тех пор на островной стране и среди многих кубинцев, живущих в США, нарастает чувство ожидания. Марк Хэнсон из Вашингтонского офиса по делам Латинской Америки говорит, что перемены уже давно назрели. Наша политика в отношении Кубы какое-то время противоречила нашим ценностям. Молодые люди этого не понимают. Большинство людей этого не понимают. Мы сейчас видим, что даже все больше американцев кубинского происхождения не считают, что в предыдущие годы реализовывалась верная стратегия. Хотя некоторые члены Конгресса США до сих пор выступают против отмены полувекового эмбарго, главным образом в связи с вопросами прав человека, американские компании уже ищут возможности для ведения бизнеса с Кубой. Джон Хемингуэй, который часто бывает на острове, говорит, что кубинцы готовы к этому. Они хотят перемен, они хотят нормальной жизни, им очень хочется этого. Они смотрят в будущее с надеждой на перемены, на некоторую либерализацию отношений, чтобы они могли пользоваться благами нормализации, которые есть у других стран. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон сегодня представляет свой экономический план. Wall Street Journal уже назвал его левоцентристским, отмечая, что он отвергает идеи кандидатов-республиканцев и в то же время резко контрастирует с либеральным крылом демократической партии. В экономической речи в Нью-Йорке Клинтон сосредоточится на своих разногласиях с соперниками-республиканцами, которых она обвиняет в игнорировании интересов среднего класса, сообщает источник в предвыборном штабе кандидата. Звезда кино, в прошлом культурист Арнольд Шварценеггер, разъезжает по миру, рекламируя новый фильм «Терминатор. Генезис». В это время в Калифорнии семья Сантос пытается привлечь Шварценеггера к ответственности за дела давно минувших дней.
В бытность губернатором Калифорнии Шварценеггер помиловал убийцу их сына. Как подозревают родители и их адвокаты, у терминатора на то были особые причины. Александр Панов продолжит тему. Эстебан Нунес, сын влиятельного калифорнийского политика, бывшего спикера местной законодательной ассамблеи Фабиана Нунеса, получил 16 лет тюрьмы за убийство 22-летнего студента Луиса Сантоса, которое он совершил вместе с приятелем в 2008 году. По давней традиции, уходя в отставку с поста губернатора, Арнольд Шварценеггер подписал свой последний указ о помилованиях, в том числе для сына политика, который одно время был его самым заклятым оппонентом, а затем неожиданным союзником. Шварценеггер фотографировался в обнимку с Фабианом Нунесом и называл его другом. Губернатор Калифорнии объяснил решение о снижении срока наказания с 16 до 7 лет тем, что у Эстебана Нунеса не было криминального прошлого, и тем, что не он нанес смертельный удар ножом. Нунес-младший выйдет из тюрьмы в апреле будущего года. Семья Сантос, потерявшая сына, узнала о помиловании от журналиста. У родителей не было шансов оспорить этот шаг. Как полагает Бонни Думанис, окружной прокурор Сан-Диего, помилование Шварценеггером сына политика Нунеса выглядит по меньшей мере подозрительным. Я думаю, это политический кранизм в его худшей форме, выразилась прокурор. Он играет героя в художественных фильмах, но в жизни он не герой, он грязный политик, утверждает отец погибшего юноши Фред Сантос. И еще. Мой сын, когда был жив, погиб от удара ножом в сердце. Шварценеггер ударил его ножом в спину, уже после смерти. Мы боялись, что на пути правосудия встанет политика, и наши кошмары стали реальностью. В своем единственном комментарии на эту тему Шварценеггер заявил журналу Newsweek: «Действительно прозвучала критика в мой адрес. Я думаю, что весь шум только из-за наших с Фабианом Нунесом рабочих отношений. Возможно, люди рассуждают. Конечно, он хочет помочь своему другу». Я потрясена. Мне не верится, что в свой последний день губернатор принял такое подлое решение. Шварценеггер отправил Сантосам письмо, в котором пишет: «Я признаю, что мое решение на посту губернатора было принято без предварительного оповещения, так чтобы вы могли к нему подготовиться и его оспорить. За это я приношу свои извинения». Извинения семья Сантос не приняла. 4 года она подает судебные иски, обвиняя Шварценеггера в нарушении закона, предусматривающего, чтобы семьи жертв имели право выступать на всех судебных слушаниях. Дважды судьи постановили, что действия Шварценеггера были несправедливыми и заслуживающими порицания, но не противозаконными. Дело в том, что этот закон применяется к слушаниям, связанным с условно-досрочным освобождением, а не с исполнительным помилованием. Семья Сантос и адвокаты намерены дойти до Верховного суда штата. Сейчас Шварценеггер, рекламирующий в разных городах и странах новый фильм о «Терминаторе», не отвечает на посторонние вопросы. Александр Панов, Александр Зимуха. Настоящее время, Вашингтон. У наших коллег в Праге другие темы снова изменили границы Грузии. Сергей? Так и есть, Юлия. В пятницу утром жители грузинского села Хурвалетти, это Горийский район, обнаружили, что теперь их село входит в состав непризнанной республики Южная Осетия. Российские военные в регионе по поручению властей самопровозглашенной республики установили соответствующий баннер. Не только село, но и километровый участок нефтепровода из Баку оказался теперь вне контроля грузинской стороны. Корреспондент программы Зураб Двали. Баннер у грузинского села Хурвалетти с характерной надписью возник так же неожиданно, как большинство других, в зоне контроля российских военных, еще более расширив территорию так называемой республики Южная Осетия. Это наша земля. Их пока здесь нет, но они могут прийти в любой момент и арестовать нас, забрать в Цхинвальскую тюрьму. Нам идти некуда, негде пасти скот. Фактически лишили нас средств к существованию, отобрали все. Установление заградительных сооружений без ведома Тбилиси длится уже 2-й год. Полномочный представитель Грузии на женевских переговорах двух стран готов остро поставить этот вопрос на предстоящей встрече с российским коллегой Карасиным. Это просто бесчеловечно. Пусть никто не думает, что Россия не ответит за это. Она уже платит высокую цену за такую политику, да и давление на нее со стороны Запада только усилится.
Процесс обустраивания границ властями непризнанной Южной Осетии поставил под угрозу центральную автомагистраль Грузии, а часть нефтепровода Баку-Супса международной компании British Petroleum оказалась на оккупированной территории. О провокации в селе Хурвалеты была незамедлительно извещена миссия Евросоюза по наблюдению в Грузии, которая провела мониторинг на месте. Возведение подобных ограждений, носящих интенсивный характер, недопустимо. Это мешает нормальным условиям жизни людей, создает им множество проблем. Этот вопрос будет поднят на предстоящих переговорах по превенции инцидентов и реагированию на них. Сегодня МИД Грузии ознакомил дипломатический корпус, аккредитованный в стране, создавшейся обстановкой. Зураб Двали, Гогачкони и Давид Симонишвили специально для программы «Настоящее время». Ну и вот комментарий МИД России. Волну обсуждений вокруг истории с переносом границы замминистра назвал провокацией и попыткой воспрепятствовать улучшению российско-грузинских отношений. Это просто не соответствует действительности и фактам. Речь идет об эпизоде апреля нынешнего года, когда в провокационных целях были срезаны пограничные обозначения именно в тех районах, о которых сейчас говорят в Тбилиси, после чего они были восстановлены. Хочу отметить, что у нас буквально 2 недели назад прошли женевские дискуссии, где обычно такие темы обсуждаются, и тема вообще не обсуждалась. А сейчас она вынута искусственно для того, чтобы спровоцировать остроту на предстоящей встрече в Праге. И вновь время передавать слово в Вашингтон. Коллеги о том, как в США проходит реабилитацию женщины-военные. Юлия, пожалуйста. Спасибо, Сергей. По данным Министерства обороны США, в вооруженных силах страны служат более 200 тысяч женщин. Как и их коллеги-мужчины, они сталкиваются с психологическими травмами и стрессом. В Нью-Йорке для таких военнослужащих разработана специальная программа. Подробности в нашем видеорепортаже. Эта женщина-солдат рассказывает свою историю, снимая кино. Программа, в рамках которой она работает над фильмом, называется «Я была там». Ее финансирует проект Паттона для ветеранов. В этой студии работают только женщины-солдаты. Вместе они пишут сценарий и снимают короткометражные фильмы о своем боевом опыте, избавляясь в процессе от последствий психических травм. Цель арт-терапии – помочь в борьбе с посттравматическим синдромом, травмами от сексуального насилия, любого стресса, который они испытали, или ежедневных трудностей. Фильм «Разделенные жизни» сняли 3 женщины-военнослужащие на базе Форт Стюарт в штате Джорджия. Каждая из 3 участниц рассказала личную историю, которая привела к чувству глубокого одиночества, будь то внутренняя борьба с испугом и паническими атаками, или трудности службы в армии и одновременно материнство без помощи семьи, или отсутствие возможности видеть своего ребенка. Этот фильм рассказывает об одиночестве и о том, как много значит помощь окружающих в преодолении этой проблемы. И мне кажется, фильм получился очень правдивым, очень искренним. Программа арт-терапии для военных уже была опробована на 7 базах США. Обычно фильмы снимали мужчины, однако в проекте «Я была там» принимают участие только женщины. Иногда необходимо, чтобы люди вокруг тебя были частью процесса твоей терапии, и тогда ты не чувствуешь себя одиноко. Это доказывает, что в армии и не только, а вообще по всему миру женщины переживают последствия насилия. Поэтому наш фильм как раз о насилии и о том, что мы сделали, чтобы его пережить. Возможность рассказать наши истории, даже иносказательно, помогает нам залечить раны. Для ветеранов, как мужчин, так и женщин, это возможность начать диалог, восстановить связи с близкими и обществом в новой, уже мирной жизни. Растет население нашей планеты, при этом растет количество мусора, который мы производим. Как же бороться с ним, особенно в городских условиях? Оказывается, мусор – понятие относительное, он может быть полезен и даже выгоден. Наш корреспондент Виктория Купчинецкая побывала на самом крупном в Нью-Йорке заводе по переработке твердых отходов. В Нью-Йорке проживают 8,5 миллионов человек. Все они каждый день оставляют после себя кучи мусора. Главный завод города по переработке твердых отходов Sims Recycling расположен в Бруклине и оборудован по последнему слову техники.
Мы находимся в самом сердце сбора и переработки утиля в городе Нью-Йорке. Каждый месяц сюда поступает более 20 тысяч тонн металла, пластика и стекла. Если внимательно вглядеться в этот мусор, можно очень много узнать о бытовой жизни нью-йоркцев. В рамках городской программы по сбору утиля они могут бутылки и банки добровольно рассортировать в отдельные пакеты. Городские мусорщики все это у них забирают и привозят сюда. Здесь практически все твердые отходы со всех жилых домов города и примерно 40% бумажных отходов Нью-Йорка. Нью-Йорк в плане утилизации работает неплохо, если учесть, какая тут высокая концентрация населения, этническое разнообразие, количество высотных домов. Но это далеко не самый показательный город в мире. В Европе, например, или Японии есть города, где участие в программах по утилизации практически 100%. А здесь всего 20% горожан добровольно сортируют свои отходы. Эта машина называется Liberator – освободитель. Она разрывает пакеты с утилем и отправляет его на сортировку. Огромный магнит притягивает все предметы, содержащие железо, и выбрасывает их на отдельный конвейер. А эта машина дробит стекло, которое уплывает в своем направлении. Сепаратор с такими большими лопастями отделяет двухмерный утиль от трехмерного. Двухмерный – это бумага, полиэтиленовые пакеты. Сепаратор их проворачивает, а трехмерные бутылки и банки с него скатываются и попадают на отдельный конвейер. Верхом технологичности являются оптические сканеры. Их программируют так, что из всей кучи мусора они выделяют пластик определенного вида. Например, галлоновые бутылки из-под воды и молока. Когда луч видит такую бутыль, он подает сигнал сотням воздушных фонтанчиков, установленных на ремне большого конвейера. И те выдувают ее на сторону на отдельный конвейер. Каждый такой умный сканер стоит около $100 000. Это очень хорошая работа. Чистая ли она? Да, вполне чистая. Это ведь не мусор, это утиль. Рассортированный утиль прибывает на упаковочный пресс. Отсюда выходят готовые продукты завода. Прессованные брикеты из пластика, бумаги, металла весом каждый до полутонны. Они похожи на какую-нибудь урбанистическую художественную инсталляцию. Брикеты продают промышленным предприятиям. Из них опять делают бутылки, банки и другие предметы обихода нью-йоркцев. Любимая часть моей работы – это то, что мы помогаем очищать нашу планету. Мы очищаем воду, мы делаем землю лучше и помогаем друг другу выживать. А какая самая нелюбимая часть работы? Если честно, это бактерии. Они могут стать причиной болезни, поэтому нужно заботиться о своем здоровье, чтобы иммунная система была сильной. Завод Sims Recycling вообще хочет служить примером в плане использования возобновляемых ресурсов. На крыше установлены солнечные батареи, а прямо перед входом ветряк. Они поставляют для завода 20% нужной ему энергии. Здесь становится осязаемой философия оборота материи в природе. То, что для одних дурно пахнущая куча мусора, для других выгодный бизнес и ответственное отношение к своему городу и к своей планете. Виктория Купчинецкая, Сергей Гусев. Специально для настоящего времени из Нью-Йорка. В Сан-Диего завершился ежегодный фестиваль «Комик-кон». Основанный в 1970 году как фестиваль комиксов, он стал крупнейшим событием в области поп-культуры и площадкой для промоутирования новых фильмов и телешоу. «Комик-кон» известен своими костюмированными представлениями, и более 130 тысяч зрителей посетили фестиваль за 4 дня. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были с нами. Благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Мы же благодарим коллег в Вашингтоне, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго, до свидания.